Иван-чай – исконно русский напиток. Наши предки приписывали ему не только целебные, но и магические свойства. Считалось, что регулярное его употребление – залог крепкого здоровья. Возрождать традиции старины взялся общественник-предприниматель Алексей Габов. В Аджироме он открыл первый цех по изготовлению целебного чая. Прежде чем начать готовить чай, надо собрать так называемые дикоросы. В нашем случае это листья иван-чая. Сбором занимаются жители поселка, а листья принимаются только местные, аджиромские. Как собрал, сразу несешь на производство. Чуть время потянешь, сразу испортятся. Каждый листочек тщательно проверяется приемщиком. Немного желтые уже не примут. Следующий пункт, куда попадают листья, это вяление. Здесь их немного подсушивают. А вот дальше самый интересный процесс. После того, когда чай завялился, и он стал вот такой вот и не сухой, и не сырой, он попадает вот на такое оборудование, где его закручивают. Закручивается чай, и получается здесь листовой. Значит, этот процесс длится где-то 3-5 минут, каждая, закладка. Больше всего нашу съемочную группу интересовал вопрос, как из зеленых листьев можно получить черный чай. Оказывается, просто. После закрутки листья идут на ферментацию. Это самый главный процесс при производстве чая. Их отправляют бродить большие бочки на 24-36 часов. Чем больше, тем чай темнее. После ферментации листья раскладывают на противни и помещают в огромные печи, нагретые до 85 градусов. Здесь они проходят последнюю стадию обработки – сушатся. В мешках находится лиственный чай, который мы сейчас производим. На данный момент мы производим только лиственный чай. В этих мешках находится зеленый чай, в тех мешках находится черный чай. У нас есть люди, которые занимаются отдельной сортировкой. У нас в этом цехе в конце этого помещения находится сортировочный блок. Чай формируется по отдельным коробочкам, добавляются определенные начинки. Там ягоды, плодоножки, морожки, мяту добавляем, мелиссу. Ассортимент иван-чая большой и с точки зрения добавок, и с точки зрения упаковки. Как говорит Алексей Габов, берестяной туесок с натуральным чаем и подарить не стыдно. Особенно сейчас, когда самый свежий, летний. Для поселка Аджиром производство хоть и небольшое, но спасение. Дополнительное рабочее место в летний период. Мы приветствуем любые альтернативы со стороны предпринимателей, тем более такие оригинальные, как сбор и переработка иван-чая. Во-первых, у нас его очень много. Также создаются тут рабочие места, как на самой переработке, но большую роль еще играет это вовлечение местного населения, как сбор дикоросов. Помимо работников, которые здесь работают, еще непосредственно население, начиная от школьников и студентов, безработные, они все могут заработать в любой момент. В планах Габова увеличить производство чая и запустить его в более удобном формате. В ближайшее время планируется начать производство чая в пакетиках и пирамидках. Кроме того, общественник закупил огромную камеру для производства клюквы в сахарной пудре. Теперь остается ждать, когда вырастут ягоды. Дарья Вологжанина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Карткеросский район.